ты уже сертифицированный тренер, с чем я очень поздравляю, искренне поздравляю. Спасибо. Вопрос тебе. Ты даешь только на казахском языке тренинги? Ну да, множество людей, которые к нам обращаются, они всегда говорят, почему ты не на русском языке преподаешь? Я же все свои тренинги на 100% на казахском языке провожу. Почему? Чтобы люди не думали, если мы не разговариваем на русском языке, не значит, что мы его не знаем. Если даже они думают, что на русском языке мы не владеем, это не беда. Беда в том, если ты, будучи казахом, если не знаешь казахский язык, если не разговариваешь на казахском языке, вот это беда. Почему я всех своих коллег, бизнес-тренеров, бизнесменов призываю выступать на казахском языке именно? Потому что сейчас на русском языке море книг, много тренеров. Доступно, да, информация всегда достаточно, да. Потому что вот наоборот, на казахском языке не хватает. А мой народ нуждается в знании. Я считаю, казахский говорящий народ, они всегда нуждаются в знании, теперь надо давать им. Это знание надо давать. При этом грамотно. Все хотят воспринимать на русском языке. Почему мы должны постоянно соответствовать их требованиям? У нас есть люди, потому что наши преподаватели, наши бизнес-тренера не дают на казахском языке информацию, поэтому они ищут другого. Я вам тоже советую, вы являетесь представителем кыргызского национальности, например. Я тоже призываю вас, если даже меньшинство, надо дать на кыргызском языке. Надо кыргызов поднять. Это не нацизм. Это нисколько не нацизм. Поэтому, чтобы увеличить грамотность нашего народа, нашей нации, надо на том языке, который они понимают. Потому что подсознательно, когда человек берет знания, по-любому хорошо берется, когда на их родном языке. Это же родной. Поэтому спасибо вам большое. Я всех призываю говорить, объяснять, распространять только на родном своем языке. Спасибо вам большое. Рад за встречу.